Группа польских журналистов и общественных деятелей прибыла в Киев из Варшавы, завершив 700-километровый марафонский забег. Таким образом, они отметили первую годовщину протестных событий на Майдане. Украинцы приветствовали 28 польских участников забега на площади Независимости. Во время марафона несколько групп участников акции сменяли друг друга, чтобы дать возможность отдохнуть другим. Организаторы забега заявили, что цель акции «Пробег на Майдан» – чествование героизма украинских активистов и их верности европейским ценностям. Президент Украины Петр Порошенко посетил молдавский город Бельцы, где он встретился с представителями многочисленной украинской общины. 20 ноября молодые этнические украинцы приветствовали Порошенко флагами Украины, Молдавии и Европейского Союза во время возложения президентом цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Обращаясь к большой аудитории, Порошенко призвал граждан Молдавии внести свой вклад в европейскую интеграцию. В турецком городе Суруч прошли похороны курдского бойца, погибшего в сирийском городе Кобане, расположенном близ границы с Турцией. Похороны состоялись 20 ноября на кладбище мучеников Кобане, где с середины сентября захоронены около 60 бойцов. Город Кобане, расположенный на севере Сирии, горячая точка в военном противостоянии боевиков исламского государства и курдских бойцов. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате взрыва мины на дороге погибли 2 офицера службы безопасности и ранены 2 человека. Представители властей заявили, что взрывчатка была заложена в мотоцикл и приведена в действие дистанционно, когда военный патруль проезжал мимо. Ответственность за эту акцию взяла на себя группировка пакистанских талибов. В Пешавар прибыла группа людей, выселенных из района племен Хайбер. Их поселили в лагеря на окраине города. Район Хайбер, находящийся в зоне военных действий, покинули сотни тысяч беженцев после того, как месяц назад пакистанские войска начали здесь новую операцию против боевиков. Пакистанский министр по делам приграничных районов заявил на этой неделе, что в целом около 2 миллионов человек были выселены из зоны военных действий. Боснийские студенты духовных заведений различных вероисповеданий посетили православную церковь, католический монастырь и мечеть близ боснийского города Мостар. В поездке по Боснии и Герцеговине принимают участие 35 студентов. Ее цель – укрепить взаимопонимание между представителями различных конфессий. Ежегодная поездка организована Межрелигиозным советом Боснии и Герцеговины и немецким фондом Конрада Аденауэра. Тбилиси. Паркинги грузинской столицы полностью заняты инвалидными колясками. Таким образом, группа активистов напоминает водителям о правах инвалидов. Об этой акции снят фильм, который будет показан широкой публике 3 декабря в Международный день инвалидов.